А что тебя беспокоит? Беспокоит заболевание с самого детства. Призывник Мурат Лиянов проходил лечение, но результата оно не принесло. Это преграда на пути к службе Родине. Молодой человек учился на юриста, но вынужден был взять академический отпуск и пойти работать. На новую работу и пришла повестка. На учебе Мурат планирует восстановиться, а вот служить не получится. Хотя, признается, армия ему в жизни очень бы пригодилась. Конечно, я бы пошел служить в армию. Вот единственное, меня ограничивают мои проблемы со здоровьем. Окончательное решение по Мурату примет военно-врачебная экспертиза в Республиканском военном комиссариате. Военкомы напоминают, если даже молодому человеку присвоена инвалидность, ему все равно необходимо пройти медицинское освидетельствование и получить военный билет. Иначе он так и не выйдет из состава призывников и будет получать повестки. Сейчас у дверей медицинской комиссии ждет прохождения освидетельствования как родного человека, одного из призывников, заместитель главы сельского поселения Псидах. Будущего новобранца Ислама Алироева планировали отправить к месту прохождения срочной службы в конце недели, но сроки немного переиграли. И нужно было оперативно прибыть в военкомат на медкомиссию. Его отправляют служить в Ленинградскую область. 18-летний молодой человек от службы не прячется. Напротив, для него это дело чести. А представителям администрации села, где он живет, только за радость помогать таким ребятам. Позвонили, сказали, что надо быстро пройти комиссию, что завтра отправка у него. Поэтому, чтобы оперативно было, я его привез. Жду, пока комиссия пройдет. Боевое настроение, служить хочет он. Весенний призыв в России начался с 1 апреля, продлится до 15 июля. В Малгобекском районе, начиная с 10 апреля, в войска отправлены 22 человека. Всего будет призвано 68 молодых парней. Из нововведений этого года предельная граница призывного возраста повысилась до 30 лет. При этом нижняя осталась прежней – 18. Гражданин состоит в призывном возрасте до 30 лет, от 18 до 30 лет. Как бы наставление тем, которые хотят уклониться, это 12 лет надо уклоняться. Ну, 12 лет – это марафон длинный, так скажем, и административная ответственность, и уголовная ответственность, большие штрафы для семьи сегодня, обычно семьи ингушской, 30 тысяч штраф за то, что гражданин не явился по повестке, это, я считаю, много. Но нужно учитывать, что призыву не подлежат граждане, которым исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года. Также нововведение этого года – электронные повестки, которые приходят в личный кабинет в госуслугах. При этом бумажные повестки не отменяются и также считаются юридически значимыми. Призывников из Ингушетии отправляют в различные виды войск, как правило, в Ленинградскую область или в Подмосковье. В отдаленные регионы Сибирь и Дальний Восток молодых людей из республики сейчас не направляют. Представители частей вновь и вновь приезжают, забирают наших ребят, которые там внизу, которые наши ребята служили, проходили службу, показали себя. Поэтому здесь тоже у нас трудностей не возникает. Также военкомы напоминают, что сроки поступления в военные образовательные учреждения продлены. В военкоматах ждут молодых людей, кто желает связать свою жизнь со службой Родине, чтобы помочь выбрать учебное заведение и направить туда документы для поступления. Что же касается срочной службы, то после ее прохождения у мужчины появляется больше шансов устроиться на хорошую работу. Кроме того, что открывается дорога в различные ведомства, правоохранительные органы и силовые структуры, но также и в различные крупные серьезные компании, которые трудоустраивают работников исключительно с военным билетом на руках. Важно помнить, что нередки случаи, когда солдаты идут в армию с опаской от незнания того, что их там ждет, но, распробовав вкус службы Родине, остаются на контракт. Анастасия Шишина, Султан Магушков, Магаз 24.